Pasukan Rusia terus melancarkan serangan ke posisi Ukraina di wilayah Kursk. Dalam 24 jam terakhir, Rusia menggagalkan 3 upaya Ukraina untuk menerobos perbatasan di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 personel militer sepanjang hari. Total kerugian Kiev telah mencapai lebih dari 14.950 orang selama menerobos wilayah Rusia di Kursk. Unit-unit dari kelompok tempur utara Rusia menggagalkan serangan balik musuh menuju permukiman Borky, Kremenoye, Lyubimovka, dan Obuhovka. Seorang prajurit Ukraina ditangkap. Militer Rusia juga berhasil menggagalkan 3 upaya militer Ukraina untuk menerobos perbatasan dekat Novy Put, Malaya Obuhovka, dan Medvezhye. Sepanjang hari, Ukraina kehilangan lebih dari 300 prajurit dan 14 kendaraan lapis baja, termasuk sebuah tank, 2 kendaraan tempur infanteri, sebuah pengangkut personel lapis baja, dan 10 kendaraan tempur lapis baja, serta 2 artileri, sebuah mortir, 2 stasiun peperangan elektronik, dan 7 kendaraan. 3 penyeberangan ponton hancur. Противник начал отступать, когда наши группы начали завозить. Наша, так сказать, боевая задача была завести штурмовые группы, прикрыть их своим огнем, так как у нас крупнокалиберный пулемет. Плюс мы надеялись на эффект неожиданности, потому что машина ихняя. На это был расчет, то есть как бы сохранить людей, плюс машину саму, чтобы в дальнейшем она продолжала выполнять свою боевую задачу. Ну и мы, естественно, остались живы. По нам отрабатывала FPV. На первом заходе мы успешно завезли штурмовую группу, то есть за счет сработал эффект неожиданности, скорость. Все сделали быстро, четко. Вот. На второй заходе, завозя штурмовую группу, нас поразила FPV, повредила нам колесо. Но штурмовую группу мы высадили, она успешно начала продвижение дальше. Парни сработали четко. Ну а мы на спущенном колесе вернули машину в пункт дислокации, где отремонтировали и подготовили ее к дальнейшим задачам. Ну, по отношению к гражданским есть случаи мародерства, насилия. То есть, тем более это наша земля, нас это очень, так сказать, возбуждает в плане боевого духа. То есть мы свою землю не хотим отдавать, мы ее не отдадим. Мы будем биться до конца, с нашей земли мы их выгоним и не позволим им, чтобы они присутствовали тут. ВСУ бьет и по домам, очень много сожженных машин, как гражданских, так и военных. То есть их беспилотники не дают спокойно и работать, и гражданскому населению жить тут. Хотя люди здесь остаются в населенных пунктах, потому что много очень живности, начиная от коров и прочего, очень много хозяйства потеряно у людей. Люди не могут это оставить, то есть это все годами накапливалось, то есть такое, как по-другому им быть. То есть не все, конечно, уезжают, большее количество, дети эвакуируют детей, но те, кто не хотят бросать свои дома, своих животных, остаются тут. Поступила задача залететь в населенный пункт с нагость, выбить оттуда врага. Соответственно, мы летели на Казаке. Я, как оператор НСВТ, видел цель, уничтожал. Соответственно, этим самым прикрывал наши маленькие коробочки, баги, штурмовую группу. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.